Смотрите, какие тут чудеса у нас творятся во дворе. Вот люди делают-то, а? Что-то такое, прямо фантастика какая-то. Да? Лебедя, гномы какие-то. Вот у них тут что-то садить будут. Ну ладненько, пройдемся с вами, погуляем. Субботка у нас сегодня, вечер. Денек хороший стоит. Солнце у нас вон, смотрите, небольшие облака как бы, но в общем-то это никак не влияет на погоду. Так, сейчас перейдем в этом месте улицу Федора Попова. Тут у нас переход. Все здесь подсохло. Вот здесь такая большая лужа была. У нас вот от нее грязь оставалась. Отсюда нельзя было пройти. Приходилось по дороге проходить. Так, это, по-моему, не работает здесь переход. Не работает. Вернее, кнопка не работает. А так-то светофор здесь работает. Так, сейчас сколько времени-то? Сколько мне здесь стоять надо будет? А, все, пошли. В автоматическом режиме он работает. Поэтому просто подождать надо, потом идти. Так, кому-то скорая приехала. Такая стоит скорая помощь. Так, надеюсь, вас там не сильно трясет. Я, в общем-то, стараюсь идти более-менее плавно, но все равно шаги как-то влияют на картинку. Поэтому уж извините. Стабилизатор тут не включается в этом режиме почему-то стрима. Так, здесь вот закрытым рынком такие есть киоски с фруктами, продуктами. Картошку продают. Так, масочку. Надо масочку, подождите. Масочку одеть. Сейчас я масочку одену и пойдем дальше с вами. Хотя много людей без масок, но как-то заходить в магазин. Как-то заходить в магазин без маски нельзя, вроде бы могут даже не обслужить. Так. А по карте тоже можно оплатить? Да. А тут килограмм точно, да? Конечно. Будьте добры. Банку меда дайте.
ты с гречихой цветочно разнообразие? Или просто цветочно? Давайте чихай. Да они в одну цену, да? Да. Что такое? Что такое-то? Короче, пиво я здесь имет 270 рублей килограмм. Вот этот вот магазинчик. Тут и яйцо подешевле, по 9,50. Так у нас в городе уже что-то совсем дорого продают. И дороже 10 рублей. Так, куда тут? Я вообще, у меня цель какая сегодня? Цель у меня сходить в Ричпорт, посмотреть, что там. Или сходим с вами на дамбу, что ли. Посмотрим. Там долго обходить вообще надо. Ну ладно, давайте прогуляемся. Денек хороший, ветра особого нету. Поэтому можно... Так, а телефон у меня на сколько заряжен? Что даже и не вижу. 33%. Блин, он сядет. Как-то и повербанк я с собой не взял. Так, короче, осечка. Придется сразу туда шлепать. Давайте тогда с вами вот здесь вот завернем. Здесь угу. Ух ты, какая под замочком даже. Личная помойка. Личная. Так. Что сказать такого хорошего-то? Мысли пока никакие не приходят. Поэтому можете просто смотреть, что у нас тут во дворах. Магазин Халяль. Как они гоняют, а? Как они гоняют. Да. Нам надо вон туда, на улицу Богдана Чижика, что ли. Ух ты, тут двор-то какой. А как я пройду, кстати? Там прохода же нету, да? Там мне в обход придется идти. А здесь какая-то ничего. О, ветер задул. Ветер задул. Чем-то никакой Миши нету. Значит, мне надо вот в эту сторону идти, что ли? В эту или сюда пойти. Вот этот дом я обогну. Точно. Я его обогну и с той стороны я выйду. Так проще будет. Так будет проще и быстрее. Так, а тут что такое магазин?
Какая-то аптека. Аптека муниципальная. Мгм. Муниципальная, чем она отличается от коммерческой? Не пойму. Дешевле цены или что там? Муниципальная аптека. Сейчас, по-моему, цены везде такие, что ого. Что ого-го. Вот, правильно. Сейчас мы его с этой стороны обойдем, и там должен быть проход на Богдана Чижика. Правильно? О, точно. Я угадал. Happy Moms. Что такое? Не знаю. Что такое это? Не знаю. Казачье. Что там написано? Кто-то каракули свои тут оставил на стене. Закорючки. И тут тоже вот закорючки оставили. Любители руки бы им, да? И в одно место туда вставить, чтобы ерундой не занимались. Пачкают стены только. А тут что у нас? Мясо, говядина, свинина, жеребятина. Продукты по домашнему собственному производству. Котлеты, тефтели. Короче, вот здесь вот есть продуктовый эконом-маркет, шашлык. Ух ты. Ничего себе. Так, вот здесь вот переход есть. На ту сторону такой мостик шикарный, деревянный. Но мы не успели, конечно. Придется постоять, подождать. Придется постоять, подождать. Так, кнопка работает. О, работает. Загорелось. Ждите, написано. Ждите у моря погоды. А вон там прямо энергосбыт напротив. Якутское отделение. Кто там платит за электричество, вон туда, вон напротив надо идти. Так, и что там долго, что-то он срабатывает, этот переход. Здесь большая выдержка. Мог бы уже давно пройти. А, вот все, ладно, пойдемте. Драйвер, такси-служба, драйвер якутская. Вот он, энергосбыт. Всегда под рук мини-цен реклама, аптека. А мы так пройдем, интересно, если вот сюда пойду. Мне интересно. Интересно мне. Может быть, я и не приду. Ну ладно, пойдемте с вами. Глянем, есть ли здесь проход. Так, деревянные дома какие-то. Чтобы только на меня собаки не напали. Деревянные и вот каменные. Вот тут что у него. Все, что хочешь. Раковина. Плита какая-то. Мечта. Так, давайте сюда. Нам в эту сторону надо. Запас батарейки небольшой, поэтому надо торопиться. Надо торопиться. О, деревяшка обделана, смотрите, профлистом, как новая стала. Хотя старая, деревянная. Так, ну здесь вот такая шикарная улица. Вот так вот, вроде бы нормально, а так вот куда-нибудь в сторонку. Вот такие вот. Так, мы так пройдем, нет? Ух ты, грибок здесь стоит какой-то. Это я вдоль гаражей вышел. Ух ты, чье-то пальто висит. Смотрите, пальто висит. Чье-то. Кому? Куртка даже зимняя, полузимняя. Надписи какие-то. Понятно, это у людей. Смотрите.
подворье. Ух ты, шикардос-то какой, а, смотрите. Вау. Ну да, что в таком доме-то не жить? Да, у вас первый этаж, он там у людей, смотрите. Все тут, все есть. Вышли, шашлычок. Не знаю, можно разводить. Вон собака сидит. Собака сейчас на меня гавкать будет. Видно, да? На меня смотрит она. Ничего, прошел. Нормально. Ну тут эти домишки-то вроде еще ровненькие, как бы, да? Вот эти вот. Такие не сильно, что их вечная мерзлота взяла. То, знаете, у нас такие дома есть, что они так прямо все их перекривило на 100 рядов. О, а здесь, смотрите, стройка. Сваи. Вот на таких сваях у нас все дома строят. Тут, наверное, какой-то высотный дом, я так чувствую. Вот свайное поле. Сначала его сваи эти туда устанавливают. Вот, видно, да? А потом уже дом строят, по сути дела. А вот, кстати, вот это вот забор СТЭЦ, теплоэлектроцентраль. Тепло идет по трубам. Вот здесь 80 лет на этом надпись 80 лет. На трубе ТЭЦ. Представляете, да, 80 лет уже. Сколько. А раньше, видать, было какое-то отопление местное. Кочегарки стояли, соответственно, отопление было локально где-то. И углем, скорее всего, топили. Ну, в домах были свои печки. Центрального отопления не было, поэтому сами даже где-то топили дровами, углем, да. Ну, а когда ТЭЦ сделали, тогда уже центральное появилось это отопление. Но раньше вот весной, когда было наводнение, это давно уже было. Вода вот где-то до сюда доходила во время паводка. Ну, это весна. Ой, ветер-то какой, да? Ветер это неспроста. Ну, смотрите. Видали, да? Колючка. И тут какая колючка, видали, да? Стратегический объект. Чтобы туда никто не залез. Естественно, такие меры приняты. Потому что если город останется без тепла в зимнее время, он просто вымрет. Температура-то у нас 40-50 минус. А при такой температуре вы недолго проживете в остывшем доме. А вот смотрите, какой домик тут построили, шикарный, новый. Ну, он так, конечно, красиво смотрится, но не знаю, вот там утеплитель ложат, и получается, что... нам надо сюда идти. Ух ты, это что тут такое? Чукчиков какой-то, Якутск-Энерго. Где-то это. Так. Короче, идем. Или мне этот угол срезать? Давайте. Срежем этот угол. Якутская ТЭЦ 80 лет качества и надежности. Проходная здесь. Стратегический объект. Так, вот тут какая-то подстанция трансформаторная. Вон и там одна еще стоит. Смотрите, там машины, электромашины, типа паровоза. Вот где проходная у них. Туда вон она, видно, да? Сахаэнерго 20 лет. Это раньше вот электричество вот на таких вот. Это было, когда там давным-давно электричество вот на таких вот вырабатывали машинах. Видно, да?
хорошо, что их сохранили, в общем-то. Теперь их две таких вот стоит в городе в качестве как памятников. Локомобиль, я вспомнил, он называется. Слышно меня, нет? А здесь вот подстанция, видите, какие, как она гудит. Трансформатор большое напряжение, много киловатт, киловольт. Гул даже здесь чувствуется от трансформатора. Так, идем дальше. Ух ты, это что? Верба у нас распушилась, ага, точно. Верба распушилась. Так, мой бизнес. Не знаю, что такое. А это что за помещение? Уже не знаю. Ой. Просто лестница и ничего не написано. Не указано ничего. Тут, кстати, можно в Ричпорт двумя путями прийти. Вот по этой дороге Федора Попова или же вот по Кальвице. Там вот еще по ней даже прямее как-то получается. Вот по ней сейчас в основном машины ездят. Вот эти опора куда-то идет эта линия высоковольтная. Так, сейчас придем, посмотрим, что там у нас. Ледоход, говорят, уже прошел. Так что, ну здесь не видно его, на это надо ехать нам либо на Табакинский мыс, либо на Дергалах. Короче, надо транспорт какой-то. Ну, в принципе, на Дергалах можно на автобусе поехать и там пройтись. Как бы немного относительно, пару километров. А сюда можно вот просто прийти, но здесь тоже как бы тоже река, но она перегорожена дамбой. Дамбой перегорожена. Поэтому заезжает. Песочек что-то делают, строят, подсыпают. Песочек, он нужен при строительстве. Хотя у нас в городе, конечно, этого песка, его видимо-невидимо сколько. Его видимо-невидимо. У нас песчаник кругом. И вообще, конечно, пыльно довольно. Поэтому этого песка хватает. Его бы еще убирали, как-то чистили, мыли тротуары хотя бы там периодически. Это вот так вот он по всему городу. И летом, когда машин там много, получается, что вот этот весь песок, он в воздухе летает. Он там видно даже за машиной, какой клубы пыли. Она проехала вон оттуда, там тоже, кстати, песок что-то. И вот эти клубы пыли, они все поднимаются. Вот восьмерка сюда едет. Что можно было на восьмерку сесть и, в принципе, доехать. Сейчас мы так пешочком пройдемся. Пешочком глянем. Вижу я по кораблю что-то высокий уровень такой. Тут целый вот такой микрорайон какой-то. Там, смотрите, дрова. У них дрова напилили, топят дровами, видать, что ли. Тут продают тут недвижимость, если надо вам. Рядом с Ричпортом, наверное, цены-то в углах. Это
чувствую. Цены ого-го. Потому что как бы город. А тут они дома ниже. Где-то там находятся. Так, еще немножко, и мы уже будем на месте. Да, уровень высокий, потому что я вижу эти лодки, они стоят довольно-таки высоко. Не лодки, а корабли. Конечно, корабли. Ну, речной вокзал у нас что-то толком не отремонтируют. Он так до сих пор вот этой сеткой какой-то обтянут. Ну, коронавирусные времена, проблемы, говорят, у многих. Поэтому типа не до жиру, лишь быть бы живу. Не до жиру, лишь быть бы живы. Так, льда-то я вообще тут не вижу, что-то уже. Точно не вижу. Лед уже растаял здесь. Один флаг 9 мая. Красный флаг с орденом Великой Отечественной войны, Отечественной войны. Кофеек с собой. Так, и вот выходим. Какие цены? 100 рублей что-то. 200, ну в зависимости от объема, видать. Да. Ну все, уже потаяло, смотрите. Все потаяло. Вода вон до куда дошла. А вон там льдинки есть. Немножко льдинки есть. Уровень приличный, да, поднялся. А вон там льдинка есть. Наверное, на нее никак не пройдешь. Так, а туда можно спуститься? Сейчас посмотрим. Тут, конечно, интересно отправляются это летом корабли. Аварийный причал. А вон там, смотрите, люди куда пошли. Вон на ту. Там что, проход-то разрешен, что ли? Опять тут не убирают ничего. Мусора, смотрите, сколько. Ужас. Он закрытый. Они как-то туда прошли. Проход запрещен. Они перелазят туда. Перелазят. Уже сколько лет что-то ничего не делают с речпортом. В таком состоянии ужасном. Находится аварийный причал. Чайки летают. Чаечки. Ну, давайте льдинки посмотрим с вами. Льдинки. О, даже до нее не дотронешься нифига. А в прошлом году здесь вот эти льдины, они вон на той лежали поверхности, такие толстые. Но это уже, конечно, растаяло все. Дайте мне ее задеть. Вот, тяжело. Ой, даже могу оттолкнуть ее, смотрите. О, и она так рассыпается. Все, вот опасно, наступишь, и она туда провалится. Короче, лучше, конечно, не наступать на них. Это опасно. Рыхлый лед уже. Да, уровень, в принципе, небольшой, меньше, чем в прошлом году. Вот еще есть. Тут даже, лепешки он даже кто-то накидал. Сегодня же Николин день, да? Это приношение божеству. Лепешки видно, да? Ага, есть лепешки. Вон плывет одна лепешка. Тут лепешки лежат, видно, да? А вот паромы. Видите, посмотрим, что пишет. Привет, привет. Тима на яйца, и у нас такая цена сейчас, да? Нажмите и ждите, ага. Да, я тут это самое.
Это там по дешевке он продает. Мужчина, это обычно дороже. Мне подсказали, магазинчик есть небольшой, там подешевле можно купить яйца. Поэтому я туда и пошел. Вот наши паромы, в которые по линии ходят. Паром номер 5, паром номер 8. Сегодня Николин день, вот принято ладушки такие вот делать. Так, что там еще пишу? Погода, да, хорошая. Угу. Немножко ветрено, да. Мусор, это видать, он еще сохранился-то с какого времени. Вот, льдин в прошлом году вот здесь вот были. Смотрите, льдинки. Причем это переправа у нас на Нижней Бестях, на той стороне, а там уже железная дорога. Ой, что, петарды, что ли? Точно стреляли. И вот эти льдины в прошлом году вот здесь вот лежали, рядом вот с этими вот бетонными блоками. Чел. Трансфер до железнодорожного вокзала Нижний Бестях. Кстати, написано. Переправа Якутск-Нижний Бестях. Речное такси. Речные такси Марлины. А эти-то интересно ходят, а? Блин, жалко у меня это. Батарейка разряжается. Так бы я поснимал, конечно, еще прошел бы. Так, как здесь пройти? Посюда надо обратно идти. У нас же тут судно на воздушных подушках в осеннее время, когда переправа закрыта, только на ту сторону переправляемся, потому что моста нету. Вот такие проблемы жителей республики. Ой, а тут что, помойка такая жуткая. Мусорку устроили, слушайте. Лена, перевозки пассажиров с 7 до 20. Время в пути 20 минут. Ладно, дойдемте вот еще до тех вот лайнеров наших круизных, которые по линии ходят. Такие столбы, там такие все, тут они ходят еще. Круизы бывают. Надо что-то мне сделать с этим стабилизатором. Это мне самому неприятно, конечно. Так, ходить снимать. Проход запрещен. Пока еще ничего не работает, значит, эти вот должны работать. О, тут что, продам участок срочно, телефоны. Прямо вот здесь вот под рекой, представляете? Вышли и вас, и там я вижу советский флаг. Видно, нет? Ладно. СССР рулит у нас здесь. Улица, первая база, дом 6. Так что давайте, покупайте. И будет у вас вот прямо здесь, смотрите, шикардос какой. Здесь у вас избушка будет, а здесь вы будете рыбачить. Вот здесь вот, а вон льдины лежат, смотрите. Льдины. Ну, что-то льда не было никакого в этом году. Все это, в общем-то, прошло спокойно у нас. Наводнения никакого потопа не было. Толком ничего не топило. Но уровень, как обычно, он, конечно, повысился в реке. Но таких катастрофических уровней не было, как раньше. Все прошло мирно и гладко. Ну, лишь бы только не было вот этой, как еще, вторая волна бывает потом. Вторая волна и, соответственно, бывает тоже повыше уровень. Тогда, вот видите, вот это обошли с этой стороны. Куда они едут, а? Машины вот эти вот. Так, вот наше речное, Ленское речное судоходство. Витязь катер. Смотрите, вот, да?
Вон они, льдинки. Можно, кстати, вон на ту спуститься. И давайте, кстати, спустимся. Тут недалеко. Смотрите, кто вот чашку с кофе вот сюда вот, да? Кому надо это делать? Блин, ерунда какая. Тут Михаил Светлов, вот он большой такой лайнер. И там еще Демьян Бедный. О, тут лестница хорошая есть, кстати. Давайте вот эти льдинки. Вам, наверное, льдинки интересны, да? Вот такие льдинки, они плыли по реке. А тут, поскольку река перекрыта дамбой, естественно, движения, течения реки нету. Поэтому только вот такие вот, смотрите, остались. То, что осталось, оно еще не растаяло. Ух, сыпется все, смотрите. Так вот ногой чпок. Все это рушится. А если сюда встать, он может это рухнуть под вами. И вы туда провалитесь в лед. Мощно, да? Это, конечно, тоненькие льды, а так они большие у нас. Толстые. Это уже растаявшие. Это уже растаявшие. Вот там еще немного лежит, ладно. Так, давайте посмотрим с вами на реку Лена. А там вот с той стороны, там стоят корабли, которые груза перевозят уже, а с этой стороны это пассажирские. О, ну твердый еще. Вот и отваливается. Смотрите, что-то отвалилось от него. Упало кусок. Плюх, он тает потихоньку. Сегодня у нас градусов, наверное, 15-12. Поэтому плюсовая температура, естественно, тает лед. И это есть хорошо. Потому что уже какое у нас? Сегодня 22, да? 22 мая. И вот здесь вот есть такой подъемчик у нас шикарный. Пойти, что ли? Старый паром какой-то. Причал, вернее. Такие вот по берегам стояли и к ним причаливали теплоходы. Теплоходы, пароходы. Вот он, Михаил Светлов. Еще лайнер советской постройки какой-то. Не советская, а где там в Югославии или где делались, я даже не помню. Так, давайте вот туда вот поднимемся посюда. Где-то в каких-то странах соцлагеря, по-моему, делали. А, вон и Демьян Бедный здесь же. Вот их два таких красавчика. Михаил Светлов, Демьян Бедный. Ага. Один со звездой. Красная звезда у него. Видно, да? Ну, два идентичных. Короче, они ездят вот. Так, а здесь у нас такой вот водоем. Уже закрытый как бы. Так, может спуститься. Зачем спуститься? Воду пощупать. Какая погода? Зачем щупать ее? Какая температура воды? Сейчас еще, конечно, рано. Вот эта река, она вообще не прогревается практически все лето. Прохладное, где течение, там очень холодно, конечно. А в районе города она
только где-то в конце июня прогревается. Скоростные катера, Якутск, Нижний Бестях, 500 рублей. Можно вот так вот по этой даме вон туда выйти. Кстати, бегают по ней много спортсменов. Много спортсменов бегают. Так. И мы увидим, что вот здесь вот эту трубу опять положили. Ее же убирали, опять положили. Опять положили эту трубу. Так. Смотрите, какая штука прикольная. Это как называется вот это вот? Сварено из этой такой вот металлических прутьев. Какой-то причал, что ли. Больно он высокий, смотрите, какой технический. Демьян Бедный. Вот этот корабль. Ой, тут высоко, да, как, смотрите. Что-то лебедка какая-то. Что тут делали? Перила хорошие, прочные. Демьян Бедный. Михаил Светлов. Еще метеоры где-то у нас. Но их куда-то угнали, я их не вижу. Метеоры и судно на воздушных подушках, если еще какие-то. Заря, что ли, поменьше те будут. Те тоже по реке плавают. Ну, летом можно добраться туда, куда в другое время невозможно никак добраться. Поэтому, ну, зимой по зимнику, если вот эти трубы их здесь положили, они, получается, качают воду вот отсюда вода, вон туда, вот в этот водоем, то есть закрытый водоем, вот, а их не было. Я тут когда ходил-то недели 2 назад, что ли, или не, 9 мая я ходил, точно, 9 мая, уже какое, уже 22-е, то есть, угу. Их не было, их вот сейчас сделали. И здесь что-то сделали. Смотрите, какую штуковину поставили. Что такое? Это что это такое? Бетоном заделали ее. Какие-то ворота будут или что? А как теперь? Здесь поэтому и мало ходят, потому что сложности вот перебраться через эти 2 трубы. Одна труба, кстати, не до конца она. Не до конца смонтирована. До конца, да. Нет, просто не все болты скручены. Тут рыбаки бывают. Так, что попробовать перейти? Ой. Опасно. Опасно. А что только не сделаешь. Ё-моё. Позвонили мне. Стрим прервался, потому что позвонили. Стрим прервался. Да. Я еще хочу туда пройти и поснимать. Ой, тут тяжело лезть, а. Такие вот препятствия здесь. Препятствия. А вон там еще лед. Кстати, вот здесь это лед еще. А здесь уже сейчас стояло. Вот он, Ричпорт. Там грузовой причал. Видно, да? Краны стоят такие. Большие. Чем-то на пеликанов похожи. Чайка летает. Но я хочу сказать, что река там дальше. Основное русло. Это вот так просто. Протока. Такая небольшая. Тут остров, вот этот остров. А это была протока. А построили потом вот эту вот дамбу. Вот здесь вот дамбу. И тогда перестала река течь. Ой, рыбаки, смотрите, а. Точно рыбаки. Что-то рыбу ловят. Вон там сидят. Видно, да? Что там ловят? Ну их их много, в принципе. Смотрите, вон там дальше. Дальше даже они есть. Рыбаки. То есть не надо там куда-то, знаете, там за 100 километров ехать. Вышел с Якутска, вот тут доехал до 202 микрорайона, там вот столовка. Сюда немножко прошел с удочкой, да? Или можно вот на этот остров пройти.
там рыбачить, короче. Так вот и выезжаем. О, эту помойку до сих пор не убрали. Смотрите. Она до сих пор, эти пакеты с мусором, они здесь вот под этой опорой ЛЭП, они здесь и лежат. Их никак не вывезут. А ведь это все, вон они как видно, да? Здесь ветер, там, наверное, вам забывает капец, да? Тут ветер, и вот их может же раздуть, и все это мусор этот по пространству раздует. Так, о, льдины какие. Спуститься нет? Или там подальше еще? Вот такой вот ветерок. И сейчас выходить на лед, вообще спускаться, это вообще опасно. Опасно. Случай тут у нас недавно один был. Туда чуть дальше. Вот там, где линии электропередачи, вот большие стоят, да? Там какая-то девочка, да, вышла с фотоаппаратом на льдинку подобную. Вот на подобную льдинку вышла и отошла сколько-то там метров 10 от берега, чтобы селфи поделаться. Я не знаю, что она там делала. Что там делала она. Значит, и она провалилась. И вот там 4 мужиков здоровых ее спасали оттуда. Они какую-то веревку кинули, она хорошо, благо зацепилась, и они ее вытащили. Все это вот в ледяной воде происходило. Кошмар, конечно. Так вот лед с подвохами. Так что вот так вот можно вот походить по берегу, но выходить, конечно, на эти льдинки это большое. Тем более, если вы провалитесь под лед, сколько вы там сможете в ледяной воде вообще вот просидеть. Что там? 10 минут и все, вам хана будет. Просто замерзнете и все. Ну, сколько рыбаков-то все у нас. Тоже что ли взять удочку-то пойти рыбачить? Что-то даже поймал, что ли? А нет, ничего. Это у меня просто блесна блестит. Тут рыбаков, охотников там много. Вот тут еще рыбаки. Там рыбаки. На велосипедах ездят. Ну, конечно, посюда, как на велосипеде ехать, я не знаю даже. По этой еще асфальта нет, просто его. Вот, наверное, не будут асфальтировать, я так думаю. Смысл какой? Просто насыпали гравий. Вообще песок. Так. Вон рыбак идет. Лед. Конечно, тут такая лодка. Если вам хочется просто удочку закидать, может быть, это и интересно. Чтобы что-то поймать, я не знаю, что вы тут поймаете.
устал, и вот повсюду бегаешь, да, если где-то вот тут рядом живешь. Туда-сюда, воздух чистый, красота, здоровье, куча. Меня даже что-то в спину ветер, как порошок, подгоняет вперед. Подгоняет, так, быстрее, давайте, быстрее. У меня запасы батарейные кончаются, поэтому надо шустрее двигаться. Движение есть жизнь. Надо же что-то говорить, вот я и говорю, а не буду говорить. Интересно будет, да? А чтобы говорить, надо соображать. Чтобы соображать, надо умным быть. Можно, в принципе, и не умным. Главное, чтобы язык был подвязан. Такое дело на стриме-то. Так, сейчас я дойду, потом почитаю комменты, кто что пишет, кто что не пишет тоже. Здесь тоже что-то рыбачат. Вообще вот прям вот зашли они, вот сюда можно доехать на автомобиле и, соответственно, тут спуститься уже, тут машин что-то много. А как они сюда заехали? Как это туда заехали? А они вот по этому наклон спуск заехали. Тут ворота у нас, чтобы никто не проезжал. Вокруг что-то устраивали. И там трубы еще лежат. А, ходить пешочком или на велосипеде можно запросто ездить, конечно, здесь. Там только в одном месте эти трубы перелезть и все. По-моему, эти трубы потом уберут, они не постоянно у них как-то. Они воду накачивают туда, в это озеро, и потом, по-моему, убирают их. Так что это какое-то, по-моему, временное явление. Так, и вот тут были у нас судна на воздушных подушках. А, вон льдины. Вон они, льдины-то у нас где. Вот они. Вот тут они были, судна на воздушных подушках. Сейчас их льда, естественно, нету, поэтому их и не надо. А как туда мне пройти? Туда мне не пройти, тут все загорожено. Вот если вот туда вот, это территория городского пляжа, напротив, вот там вот лодочная станция, видно, да, лодочная станция. Катают, смотрите, велосипедах, самокаты сейчас популярны очень стали, у нас тоже продают, но я бы не стал самокат брать, потому что у нас дороги не очень хорошие, тротуары даже неудачные, поэтому тротуары неудачные, поэтому постоянно с него слазить, залазить, перетаскивать этот самокат. А самокат он нелегкий, в общем-то, тоже не знаю, килограмм 20, так как минимум. Так, я здесь пройду, нет? Наверное, пройду, да? Пройти здесь, о, прошел. Льдинки. Нас интересуют льдинки. Кстати, где можно подняться обратно наверх. Там 203 микрорайон. Там дома. Ух. Смотрите, шикарно как. Ну, они уже все, тут, видите, излажены людьми, то есть песок. Они уже грязные такие. Эти льды. Вот они там идут. Вот видно, да, какой толщины лед. Но это, по-моему, еще не толстый. Он еще толще. Это уже подтаявший. Это уже подтаявший. Чайки летают. А чайки, значит, рыба есть, да? О. О. Смотрите. Это мне периодически сообщения какие-то на телефон переходят. Там WhatsApp и так далее. Приложения разные. Пиликают.
Вон она какая. Ну давай. Летает, видно, нет? Ее чайку. Кружит. Ее надо было чем-то покормить, хлебом или еще чем. Что-то ждет она явно. Так, ну и здесь, конечно, молодежь любит. Вон там они на эти льдины повылазили. Вон одна девушка даже чем-то долбит ее, льдину эту. А, тут вот эти вот камушки, из чего тротуар делают. Ух ты, капает. Смотрите. Вот он так тает. Видно, нет? Вон капли. Потихоньку капает. А, вон этот едет. Судно на воздушной подушке. Интересно, удастся мне приблизить? Ага, спасибо, коренной крымчанин. Спасибо вам за просмотр. Вот он, судно на воздушной подушке. Но ему, короче, можно и по воде, и по... Да, видать, где-то лед, раз он ходит, или еще пока не разрешили. Ну, навигацию не открыли пока. Вон он, под рулем. Он еще так может туда наверх даже заехать. Заезжает, если по льду, он с разгону туда прямо вверх куда-то. Вот он. Тут, короче, у нас переправа. Вот видите, там они стоят. Переправа на тот берег Лены. А там железная дорога, там железнодорожный вокзал. Короче, вот таким образом. Так вот мы мучаемся, пока мост не построили. Вот на таких вот лодках, на воздушных подушках и катерах переправляемся. Ну, где-то в пути там минут 20-15. Довольно скоростной, поэтому довольно быстро. Но он сильно трясет его, конечно. Сильно трясет. Что, давайте льдинки Смотрите, а тут ее разломило льдину. Что-то обсыпает. Прямо идешь и обсыпается. О, рушится все. Трещина какая. Да. А это уже на солнце вот он тает. Вон там видно, да? Вдоль берега эти льдинки лежат. Они грязные. На них фотографироваться не прикольно уже. В песке все. Все в песке. А это вот наш песочек. Летом на нем можно будет полежать, покупаться здесь. Вот наше море, океан. Так. Связь возобновилась. Ух ты, как он скрипит-то, а? Да, как скрипит. Лед дышит прямо. Лед живой. Поснимаю на экшн камеру. Вот эти наши льдинки. И уже трансляция я прекращаю, потому что батарейка кончается уже. Красиво, да? Так, связь, что тут? Катер на воздушной подушке людей загрел. И они на тот берег Лены поплыли. В
Ой, они